Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации «Шежире» Салават Хамидуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы снова будем говорить об одном из западных башкирских родов. Это род Байлар или Байляр, в общем-то, по-разному произносят, который также находится на крайнем западе исторического Башкортостана. Сейчас все байларские деревни в основном расположены на территории Республики Татарстан, на территории Республики Башкортостан. Их там всего лишь небольшое количество, буквально на пальцах одной руки можно пересчитать. Тем не менее, это род очень тоже, так скажем, известный, такой, опять же, традиционно коснемся самого, скажем, названия этнонима Байлар. Байлар, вот как, в общем-то, нами установлено, в общем-то, надо исходить из корня бай. Бай – это с тюркских языков богатый, нынешнее название, но в древности бай – это было священный. Вот, и недаром, допустим, народ аваров, который вторгся в VI веке в Европу и создал аварский каганат, этого аварского кагана называли баян, то есть как священный и так далее. Баян, бай и ан – это суффикс. Но авар – это множественное число. Да, множественное число от вот этого, названия. Но в свою очередь Байлар, этот этноним прошел такую долгую эволюцию. Сначала было племя Баян, потом, в монгольское время, или может быть, даже ранее, оно такой монгольский облик приобрело. Вот это суффикс множества, это ан, был заменен на монгольский ут. И долгое время они назывались Баяут. А потом уже на башкирской почве снова произошла, скажем, трансформация этого этнонима, и просто была сделана прямая калька с монгольского Баяут или Баят, и стало Байлар. Таких у нас в истории Башкортостана несколько таких, скажем, прецедентов. Мы когда говорим об истории этнонима тех или иных родов, пока большая часть этих этнонимов пришла к нам откуда-то из Средней Азии. Байлар – исключение или Байлар – это вообще, так скажем, одно, если будем брать Баян, одно из привилегированных было, племен в составе тюркского каганата. Это было изначально, именно тюркское такое племя. Потом, оно стало одним из ведущих племен в конфедерации агузов. Агузы – это кто такие? Агузы – это как раз западная конфедерация, собственно, тюркская была конфедерация, и была агузская, так скажем, даже в какой-то степени враждебные к тюркам, агузы. Из среды агузов произошли многие современные народы, в том числе, турки-сельджуки, от которых пошли современные потом, вернее, турки-османы и современные турки. От агузов ведут свое, происхождение туркмены, в значительной степени азербайджанцы. И собственно, древние башкиры, те, кто так называемые прабашкиры, которые принесли этот этноним башкор, тоже были из среды агузов. И взаимоотношения башкир и агузов. Башкиры очень рано отделились от агузов, и даже их противостояние потом нашло отражение в этом агузском эпосе Агузнаме. И одно из племен, как раз агузской конфедерации, которое потом откололось от агузов и в свою очередь и тоже перешло в лагерь башкир, было племя Байлар. Давайте тогда подтверждать или опровергать. Я открываю Википедию, например, написано, что в этногенезе Байлар прослеживаются древнейшие связи с племенами Южной Сибири и Северного Алтая. Понимаете, я не знаю, кто писал эту статью в Википедии, поэтому я затрудняюсь. То есть у нас нет таких сведений? Нет, у меня лично нет. Я не знаю, может быть, они откуда-то брали. Я в общем-то, исхожу из своих личных исследований и, скажем, базируюсь на тех выводах, которые в свое время сделал, Раиль Гумерович Кузеев, который, кстати, до конца тоже, в общем-то, для него это было такой небольшой тайной происхождения байларцев. Но одно он верно написал, что байларцы – это один из древнейших компонентов, скажем, башкирского этногенеза. И он как раз и писал, что байларцы входили в состав древнебашкирского этноса. Это никакое не позднее наслоение, это очень древнее, которое вошло в состав башкир еще в раннем Средневековье. Теперь о территории давайте поговорим. Территория, да, кстати, мы немножко отклонились от традиционной своей схемы. Ареал проживания таков. Поскольку это огромный род, деревни байларцев, башкир-байларцев занимает нынешние Агрызский, Актанышский, Бавлинский, Менделеевский, Мензелинский, Сармановский, Тукаевский и Ютазинский районы Татарстана.
а также, значит, ряд населенных пунктов в Ермекеевском, Илишевском и Туймазинском районе Республики Башкортостан. Вот. Это род очень многочисленный, очень многочисленный. Причем они на Западе ведь жили ведь не всегда. И мы точно знаем, что они переселенцы с Востока, имею в виду на территории исторической Башкирии, то есть уже внутри. Они появились на территории своего проживания, нынешнего, в западной части исторического Башкортостана только в 15 веке. В отличие от других западных башкирских родов, у них сохранилось и шежире, и, значит, предания, которые, в общем-то, зафиксированы в нарративных источниках. Вот. И по их преданиям они жили по шежире и так далее. Они жили в верховьях реки Яик, как они пишут. Эта территория, получается, современного Учелинского района, в верховьях реки Ай и Яик. Это как раз вот Челябинская область, вот Учелинский район. Вот это их... Современный Магнитогорск. Нет, там? Это южнее. Это Магнитогорск южнее. Это немножко вот чуть севернее. Это вот как раз... То есть еще севернее, чем Магнитогорск. Севернее Магнитогорска. Вот как раз, как это сказать, где-то вот, наверное, где вот Ай начинается. Это получается район Садки там и так далее. Где-то вот там, наверное. Вот. Верховье Яик это, а Яик где у нас начинается? Это на территории фактически Урал. Это Учелинского и Белорецкого района. Да, там где-то с подножья Еремеля. Но вот где-то вот там, в той местности они обитали. У них это зафиксировалось в их шежире, которое, значит, тоже опубликовано. Но мало того, из среды башкир-байларцев был родом такой известный, скажем, богослов, историк, как Мурад Рамзи, который жил в конце 19 века, в начале 20 века, который написал труд, который был бестселлером в свое время у читающей публики мусульманской внутренней России, который назывался «Талфик аль-Ахбар», где вот он привел как раз вот эту свою родословную, что вот они жили от Бекчуры-хана, байларский Бекчура-хан, который еще жил вот там в Заурале, потом, значит, в 15 веке они мигрировали в западном направлении, и вот они, кстати, поскольку они довольно поздние переселенцы с востока на запад, они вот не утратили вот таких своих воинских традиций. А указано ли в их преданиях, почему они вынуждены были двинуться с востока на запад? Нет, к сожалению, не указано. Вот, это, да, не указано. Тут, я думаю, это было связано, скажем, с какой-то политической борьбой внутри вот этого сибирского ханства. Там, в общем, там очень большие какие-то... До нас ведь дошли что? Там какие-то глухие очень отголоски, которые имеются там и в русских летописях, в мусульманских, тюркоязычных и персидских источниках. Такие глухие отголоски в башкирских преданиях, в очень многих, даже не преданиях, а потом... По этим преданиям были написаны книги, тот же Мухаммед Салим Умедбаев и так далее. Там описываются какие-то большие феодальные усобицы, происходившие в сибирском юрте, которые вынуждали не только башкир-байлярцев, но и табынцев, и ректинцев переселяться из Ураля на запад. Ведь мы знаем, огромное количество башкирских родов как раз вот переселилось с территории вот современной Челябинской области на запад, в долину реки Ик и так далее. Вот. Территория, на которой раньше жил этот род, входила в зону влияния сибирского ханства. Сибирского ханства, да, однозначно. Так, фиксируем. Да. А потом, когда они переселяются? В 15 веке. В 15 веке. То есть, буквально незадолго до того, как башкирские рода стали входить в состав России. Да, лет за 100 где-то. Да. Как происходил процесс вхождения? Сохранились ли эти документы? Сохранились вот их шежире. Шежире сохранилось. Документов пока вот мы, к сожалению, таких архивных не обнаружили, но в шежире есть там и называются, значит, имена людей, которые ходили и присягали. Как выглядит шежире? Вот их, по крайней мере. Что это такое? Это то есть материальный источник? Да. Да, вот как это выглядит? Естественно, на бумаге написано на тюрки. Это на каком? На арабском языке? На русском языке? На тюркском языке, на тюрки. Тюрки арабографичные письма. Арабографичные, да. Вот, арабицей написано, значит, на языке тюрки. Вот, оно, шежире, естественно, оно, как и все, многие шежире, они довольно поздние, то есть, это более поздний список с более ранних. Это точно так же, как летописи, например, летопись временных лет до нас дошла только в списке 17-го, по-моему, века, да. Совершенно верно. Здесь то же самое. Значит, список 19 века, который с более раннего. Значит, список – это значит копия. Да, копия, да, именно. Таким образом, их шежире хранится у нас в научном архиве Уфимского научного центра, в ИЯЛе и так далее. В общем-то, и этот шежире опубликованы. Вот. В дальнейшем, что можно сказать о байлярцах? Байлярцы, в общем-то, такое племя было воинственное. Особенно они себя сильно проявили во время башкирского восстания 1704-11 годов. Кстати,
Даже можно сказать, что зачинщиком этого восстания был башкир-байлярец Дюмей Ишкеев, который жил неподалеку, значит, от Мензелинска. Восстание с чего началось? Когда, значит, Башкирию подчинили властям Казанской губернии, и это, значит, местным властям не понравилось, Уфимский уезд. Подчинили... Была губернская реформа Петра. В общем-то, она сломалась. Она потерпела в Башкирии полный крах. Поскольку Петр I, действует, так скажем, в алгоритме там, западноевропейской традиции политической, решил просто поделить страну там, без всякого учета на губернии, и все. И вот все, никаких гвоздей, значит, скажем, всех ранжировать. И вот то, что вот и сейчас мы видим, там регионы уравнивают. И это первый раз было уже при Петре I. Скажем, не считаясь с особым положением Башкортостана, все-таки Башкортостан это была объединенная под власть Уфимского уезда, а башкиры это были народ, который принял договорное подданство, который свои подданства при каждом новом смене правления всегда обновляли. Ехали и с новым русским царем заново, значит, заключали договор о подданстве. Это была такая договорная федерация Башкирии. Вот. И здесь Петр I сказал, что все, нет, и подчинил. И это не понравилось, значит, башкирам. И не только башкирам, и уфимцам тоже не понравилось. Русским жителям Башкирии. Поскольку сразу приехали казанские чиновники, там Александр Сергеев, там братья Арестовы и так далее, которые, в общем-то, лишили их многих своих этих... привилегий. Скажем, знаете, как это там? Вот были там, скажем, такие должности, которые, условно, сидели там то ли на сборе ЯСК, там пошлин разных. То есть, вот с этих, значит, должностей... Хлебных должностей. Да, с хлебных должностей поснимали. И, в общем-то, все уфимцы были недовольны подчинением, поскольку сразу Уфа потеряла статус вот этого центра, потому что Уфа, оно на протяжении 200 лет... Хоть и не была губернским центром, но была очень важным центром. Она была центром дипломатии на Востоке. С калмыками там, и с другими народами, там, казахами и так далее. Вся дипломатическая отношения шли... Московское государство шло через Уфу, через уфимских воевод. И вот это они раз в один момент лишились. И недаром во время этого восстания 704-11 годов Алдаровщины башкиры там до Казани там доходили, 30 километров оставалось до Казани. А Уфа за все 20 лет этого восстания ни разу не подвергалась, значит, осаде. То есть, они спокойны. И мало того, когда башкиры, вот это знаменитое было сражение под Юрактау, когда предводитель восстания Алдар Тархан разбил вот так называемый полк, усиленный полк Хохлова под Юрактау, на стороне башкир сражались множество уфимских дворян. Вот это тоже факт. Потом это было расследование. Многие, значит, потом были за это наказаны. То есть, какие-то местные элиты, мы не можем говорить, что все, но какие-то точно поддерживали. Это было не только было такое чисто башкирское восстание. Там очень был сильный вот этот регионалистский подтекст. А чем оно закончилось? Ну, просто восстание закончилось победой. Победой. На 20 лет Башкирия вообще выпала из правового поля, значит, России. Вот, и вплоть до Оренбургской экспедиции. Кстати, одна из целей как раз Оренбургской экспедиции это было возвращение Башкирии под юрисдикцию России. Вот. Да. Вот, ну и... Просто раз уж заканчиваем тему Оренбургской экспедиции, она была разгромлена как раз башкирскими племенами. Вот, да. И один из, скажем, зачинщиков этого восстания был башкир Дюмей Ишкеев, значит, башкир Байлярской волости. Это деревня сейчас Демид-Орлау в Сармановском районе Татарстана. Вот он первым восстал против как раз вот этой губернской реформы. А сам, значит, они все были участниками, кстати, шведского похода. Под начальством Шереметьева воевали со шведами в Прибалтике. И как раз вот только вернулись, вот тут восстание начинается, и поэтому Дюмей Ишкеев решил пробираться в Москву, чтобы, значит, к Шереметьеву, чтобы через него пожаловаться царю. И по дороге его поймали казанские власти и повесили, значит, в Казани. И вот потом это восстание просто это было как взрыв бомбы, и все пошло. Вот. Ну, там много было деятелей, кроме него, там и Куразман Батыр, значит, и так далее. Тоже башкир был, байлярец. Если вот мы касаемся других известных лиц тоже из этого рода, то, вот, допустим, во времена Пугачевщины вот, Тойгузя или Тойхужа Мамыков и его сын Шафи Тайгузин были, в общем-то, известными предводителями тоже пугачевскими. Вот, участвовали. То есть, вот это род с такой, я бы сказал, такой непростой историей, очень славной военной историей, я бы сказал, понимаете? То есть, это, поскольку они поздние переселенцы с востока, Башкортостана на запад, они вот в 16, 17, 18 веках, вот они очень... в общем-то, не утратили своих вот этих всаднических, своей ментальности, стереотипов поведения. Вот. Но в 19-м, в 20 веках вот, кого можно еще назвать из выдающихся представителей? Вот уже упомянутый Мурад Рамзи,
Вот, кстати, вот этот Мурад Рамзи, он был не только историком, вот этот написавший Талфик аль-Ахбар, который произвел вот прям, скажем, эффект такой взорвавшейся бомбы на мусульманскую читающую публику, как вот мы читаем о воспоминаниях Хамид Заки Валиди. Но он был известным богословом, который перевел с персидского языка на арабский известный трактат выдающегося суфийского шейха и мыслителя Ахмада Серхинди. Поскольку Мурад Рамзи в совершенстве знал оба языка. А кто такой Ахмад Серхинди? Это, фактически, это у него же даже эпитет был обновитель второго тысячелетия, муджадид Альфи Ассани, обновитель второго тысячелетия, по мусульманскому исчислению имеется в виду, который, скажем, стал эпонимом многих суфийских тарикатов, в частности, Накшбандия, Муджадидия. Потом можно назвать из выдающейся семью Султановых, тоже это башкиры, байларцы. Кто такие Султановы? Значит, это, во-первых, были начальники башкирских кантонов 21, 22, 19 башкирских кантонов. Это Мухаммед Латиев, Мухаммед Садык, Мухаммед Шариф Султановы. Самое главное, их тоже родич Мухаммедьяр Султанов был муфтием Оренбургского духовного магометанского собрания. Вот он долгое время был муфтием, умер в 1915 году. Вот такая, в общем-то, огромная история рода, и много выдающихся людей вышло из этой среды. Я напомню, это была программа «История башкирских родов». Мы говорили про род Байлар. У микрофона были Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации «Шажаре» Салават Хамидуллин. До свидания. До свидания.